Азарт игры в шашки эти спортсмены ощущают кончиками пальцев. Хаваш Аздоев, можно сказать, мастер спорта по этому виду спорта. В шашки он играет с 3-го класса и за более чем 40 лет успел завоевать десятки наград, участвуя в различных турнирах. Каждый год делаем сезонный межреспубликанский соревнования Волчана. Литве город Каменец, аж первый метр Яхрох. Кисловский интернет, здесь ваш. Что почти по всему Советскому Союзу ездили в Хаваш до сих пор не бросает любимое занятие и всегда рад сыграть партию-другую в кругу таких же единомышленников. Особенность тактильных шашек для незрячих и слабовидящих заключается в том, что черные и белые поля доски находятся на разных уровнях. Они сконструированы по системе французского тифлопедагога Луи Брайля. Определили шелчи, а вокруг что каймаи, а кейчаник это кружок уже, но очень чувствует здесь. Время не играет особой роли. Каждый ход – это результат тщательного анализа игрового поля. Ислам Костоев неоднократно участвовал в чемпионате по шашкам и несколько раз становился призером. Для него такие соревнования – это еще один повод побыть с друзьями и потянуть свои навыки в настольной игре. Когда шашки играешь, это заранее ты должен ходы продумывать. Это уже как-то все в уме представляешь и на память. Получается, мы, естественно, тут встречаемся, это общение, это знакомство новое, это вот хороший вид. Мы шашки играем, теннис играем, разные виды. Это все нам нравится. Сегодня проводится 3-й этап чемпионата республики по шашкам среди незрячих и слабовидящих. Одни уже с самого начала соревнуются в интеллектуальном поединке, а другие еще не подоспели к игре. Из 12 игроков лучшего определят по сумме общих баллов за все время. По этапам мы не проводили, мы проводили одноразовый чемпионат республики, а сейчас мы решили сделать такую для интереса ребят, чтобы они чаще собирались, чтобы чаще играли. Мы сделали 4 этапа. Это плюс мастерство и плюс и встречи такие. В первую очередь это для ребят реабилитация, это интеграция в общество, это общение, это и для развития помогает. Есть плюсы. По традиции победителям и призерам вручат кубки, грамоты и ценные подарки. Но главный приз – это путевка на чемпионат России в марте 2022. Михаил Тангиев, Асхаб Белакиев. Новости 24.